Доброе утро, Якутия! Сегодня 19 апреля, пятница, и с вами это утро проведу я, Вероника Тамтосова. Неважное настроение с утра – не беда. Важно понимать, что наше настроение зависит только от нас самих. И его мы можем поменять в любой момент. Можно сфокусироваться на пролитом кофе, серой погоде за окном и пробках на дорогу, а можно на вкусном завтраке, кстати, который мы вам предложим приготовить, приятной беседе или любимом деле. В любом случае, выбор за вами. А мы вам в этом постараемся помочь, поднять настроение, рассказать последние новости, дать полезные советы. Кстати, вы тоже можете с нами поделиться. Пишите нам на электронную почту, телеграм-канал. Обязательно все самые интересные новости мы покажем в эфире или опубликуем в телеграм-канале. Ну, кстати говоря, так специалисты утверждают, что лучшее время пить кофе между 9:30 и 11:30, так что еще рановато, не спешите. Говорят, что это снимает уровень кортизола, то есть вы сбиваете кофеином кортизол, гормон стресса, который делает нас, напротив, внимательными и энергичными. Поэтому не спешите с кофе, давайте лучше узнаем, какая погода за окном. Итак, в центральных районах сегодня -2 +1, в Заречной группе 6 градусов мороза или +2 градуса тепла. В южных 3-2 градуса холода, в Вилюйской группе 10-8 ниже 0. В Нижнеленских -8, -3, в западных 10-2 градуса холода. В Колымо-Индигирской группе Улусов 23 градуса мороза. В Янских -16, 0 градусов. На северо-западе -18, -4. В столице сегодня тепло с утра. В 6 часов утра температура воздуха 1 градус тепла. Атмосферное давление 755 мм ртутного столба, ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем +4, +6, господа. Все, весна вступила в свои законные права. Ну, такие уже весенние хорошие кадры. Скоро будет еще и солнечно. Ну, а прямо сейчас спешим поделиться, что произошло за последние сутки. Доброе утро! Коротко о самых заметных событиях к этому часу. В первом квартале нынешнего года в Россию было построено более 29 миллионов квадратных метров жилья. Это на 1,5% больше, чем годом ранее. Однако большая часть новостроек – это индивидуальные дома. На многоквартирное строительство пришлось менее 9 миллионов квадратных метров. Сегодня вводятся проекты, которые запустились в 2021 и 2022 годах. Это постпандемийный период. Запуски новых проектов в тот период просели примерно на 20%. В целом объем строящегося жилья сейчас значительно выше, чем в начале 2023 года. Субсидию в 15% на покупку сельхозтехники необходимо ввести во всех регионах России, предлагает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Николай Гончаров. Согласно статистике, закупка новой сельхозтехники аграриям неуклонимо снижается. Причина – серьезный рост цен как на импортную, так и на отечественную технику. Такая тенденция может привести к недостатку, что отразится и на урожаях. Напомним, сегодня льгота действует для аграриев Дальнего Востока и новых российских территорий. Жители Якутии в рамках комплексного развития сельских территорий могут воспользоваться программой социальной газификации. В планах у регионального оператора в 2024 году обеспечить голубым топливом свыше 1800 домовладений. Для большего охвата населения существует льготная газификация. Она предусматривает единовременную материальную помощь для отдельных категорий граждан. Для этих целей уже выделено 184 миллиона рублей из бюджета Якутии и 16 миллионов рублей из федерального бюджета. Буквально на днях правительство Российской Федерации регламентировало работу по СНТ и СОТам. Есть несколько требований. Во-первых, домовладение должно быть для постоянного проживания. Это я имею в виду в СОТах и СНТ. Также этот земельный участок и домовладение должно быть оформлено в собственность. Ну и третье условие – должен быть протокол общего собрания членов СОТов о газификации. Циклон, пришедший в Южную Якутию, принес с собой
обильные снегопады и сильный ветер. Как следствие, ситуация на дорогах Нерюнгринского района стала приносить определенные трудности водителям и пешеходам. А сотрудники ГИБДД перешли на усиленное патрулирование наиболее опасных участков дорог. Всего с начала года на территории района зарегистрировано 13 учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили травмы разной степени тяжести и 3 человек погибли. С целью снижения рисков аварий принято решение временно запретить движение по трассе большегрузным автомобилям. Водителям следует следить за своим состоянием здоровья, потому что перепады давления, которые могут привести к ухудшению самочувствия. Госавтоинспекция предупреждает водителя заблаговременно предупреждать окружающих о каждом совершающем маневре, исключить резкие перестроения. Тогда у других участников дорожного движения будет возможность оценить и разобраться в обстановке, происходящей на улице. Недетский утренник – это визитка команды Мирнинского центра дополнительного образования. Зажигательное представление сотрудники показали на веселых стартах «Зимушка-зима 35+». Самому взрослому участнику 53 года, а средний возраст спортсменов – 37 лет. Команды на скорость проходили полосу препятствий, строили иглу и соревновались в готовке шашлыка, ни в чем не уступая молодежи. По итогам в общем зачете первое место досталось спортсменам культурно-спортивного комплекса. Серебро завоевали специалисты Алроса спецбурения, а бронзу взяли геологи. Идея была давно. На самом деле обращения были от 35 плюс наших работников. Да. Всегда говорили, что для молодых специалистов проводятся такие веселые старты, да, как спортфест, этапы спортфеста. Вот мы в этом году все-таки решили провести зимнее наше мероприятие, как зимушку-зиму для 35 плюс. Я думаю, многие взрослые бы не отказались покататься на снегоходе или побегать и вспомнить детство. Ну, а если вы все просыпаете, не можете проснуться с утра, все время опаздываете и себя за это корите, ну, не стоит. Возможно, это все гены, а точнее ученые установили, что способность человека просыпаться рано утром связана с геном период 3. В зависимости от длины белка внутри гена организму оказывается необходимо разное количество времени для сна. Так что это все гены, а не то, что вы опять забыли поставить будильник. Ну а прямо сейчас, чтобы взбодриться и проснуться, начинаем зарядку на Якутия-24. Доброе утро! Сегодня мы с вами проведем комплекс упражнений на проработку мышц спины и плечевого пояса. Для тренировки нам понадобятся гантели от килограмма до 2, либо можно заменить бутылочками с водой 0,5 литра. Перед выполнением любой тренировки не забывайте проводить суставную разминку. Начнем мы с вами с проработки бицепса. Положение. Руки прижаты к корпусу. Далее вытягиваем точно вниз, гантели развернуты. У нас будет жим точно вверх до самого конца и уводим до самого низа. Вверх и снова до самого низа. Далее мы следим за тем, чтобы у нас не было заломов кисти. Эту позицию мы исключаем. Все четко, плечевой пояс раскрыт, локоть прижат к корпусу. Поехали. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И далее мы переходим сразу к следующему упражнению. Уходим в наклон. Спина параллель с полом, локти мягкие, и мы будем делать раскрытие в верхнюю точку до уровня плечевого пояса. Также делаем 12 повторений. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И поднимаемся, закончили. И у нас остается крайнее упражнение верхней точки. У нас будет подъем гантель перед собой до уровня плечевого пояса и будем уводить обратно в нижнюю точку. Локоть также остается мягким. Работаем на 12, 12, 11, 10, 9. Исключаем инерцию в корпусе. Подъем только за счет дельт. 5,
4, 3, 2, 1. Каждое упражнение мы выполняем по 12 повторений. Комплекс повторяется в 3 подхода. И не забывайте, что если у вас нет гантелей, вы всегда можете заменить их бутылочками с водой. Хорошего дня, до новых встреч! Ну а продолжает наше утро тема спорта для людей с ограниченными возможностями. Это у нас в гостях сегодня спортсмен, общественник Гаврил Чимаханов. Он известен тем, что, несмотря на ограниченные возможности здоровья, мотивирует таких же, как он, вести активный образ жизни и заниматься спортом. И буквально в эти дни состоится спартакиада для людей, находящихся на диализе и после трансплантации почки и печени. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот такие серьезные диагнозы у нас с утра, да? Да. Скажите, зачем вообще, как бы многие, наверное, считают, что вот у человека ограниченные возможности, и пусть занимается рисованием, чем-то неактивно. Зачем нужно именно заниматься спортом, продолжать? В моем случае это вообще пришло с момента того, что я вообще начал сам заниматься спортом, еще когда был здоровый. Заболел я в 2013 году, в 2013 году, потом начал думать, чтобы как-то это все вылить в обычную жизнь. Начал также изучать именно специфику занятий спортом для диализников. Это достаточно сложно, да, я так понимаю? Да. Я начал изучать вообще вот эту вот всю структуру, и пришел к тому, что я съездил в итоге в Испанию, Италию, Казахстан, Польшу, и почувствовал, что такое вообще мировая арена спорта для диализников и после трансплантации почки и печени. Поэтому я вот как-то загорелся идеей, чтобы здесь, у себя на родине, в Якутии, сделать нечто подобное, что-то связанное со спартакиадой, чтобы занимались спортом. Во-первых, это же у нас именно идея была сплотить людей, чтобы они как-то на каком-то вот таком социальном контексте пришли, пообщались, познакомились, поделились какими-то там чтобы человек не чувствовал себя одиноким, вообще вот чтобы было какое-то новшество, допустим. Я могу похвастаться, что по регионам дальневосточного нашего региона у нас в Якутске только вот это вот проводится. Я узнавал, что мы вообще в контакте с нашими кураторами с Москвы. И у нас вот по Якутску только есть, Владивосток, допустим, Хабаровск, Благовещенск. У них нет. Мы их приглашаем, но, соответственно, у нас пока проезды транспортная схема сложная, да. Но есть человек, который сейчас приедет у нас с Москвы. Это куратор как раз вот трансплант спорта. И она вот очень хочет посмотреть, как же все-таки Якутия показывает столь значительные примеры. И хочет воочию все это увидеть. Сколько на данный момент заявок, кто будет участвовать, какие категории спортивных направлений будут для соревнований заявлены? У нас заявки принимаются благодаря нашим активистам. Они записывают по тем или иным дисциплинам список участвующих. Но в основном у нас играет роль, это у нас призы, которые мы, соответственно, находим. И мы пытаемся смотивировать людей. Вот, допустим, такой хороший приз, пожалуйста, придите, поучаствуйте. Мы очень понимаем, что это очень тяжело для людей, которые вот именно в таком диагнозе находятся. Поэтому мы всячески пытаемся именно вот эту вот тему как-то пролоббировать на всех уровнях, допустим, нашего региона, на государственном уровне, в общественном пространстве. Пытаемся вот как-то донести, что это необходимо, что это нужно. И всячески пытаемся все это как-то вот так вот придать Есть значение. ли какие-то ограничения, несмотря на то, что участвуют все с диагнозом, понятно? Да, конечно же, есть, и поэтому мы всегда требуем, чтобы была справочка от лечащего врача, или который контролирует данного пациента, о том, что вот человеку можно участвовать в наших спортивных соревнованиях, потому что диагноз очень сложный, и поэтому это просто справка необходима. Давайте еще раз. Вот спортивные соревнования, все представляем по-разному. Какие будут направления? То есть я пришел, я там что делаю? Допустим, у нас в этом году 4 направления. Это у нас теннис, плавание, кабылык-хамск, это у нас национальные виды спорта, и дартс. Здесь подразделения идут как мужчина и женщина. Под группам плавания у нас еще разделено под возрастную группу до 40 лет и после 40 лет. Соответственно, вот под эти категории люди, которые видят, смотрят, вот как раз я могу подпадать под ту или иную группу, приходят и записываются непосредственно к нам. А в остальных возрастных ограничений нет? Нет.
Ну, то есть могут как молодежь. Да. Да. Ну, молодежь у нас, как, соответственно, есть, но, в общем, ну, и не такая так вот общая, много. да, идеология. Ну, здорово, практически Олимпийские игры, ну, то есть направлений-то достаточно уже много, можно себя найти и попробовать в чем-то Здесь еще. нюанс есть, то, что с Паралимпиадой мы пока не связаны. В этом и заключается наша идеология. И самое главное, наверное, мечта о том, чтобы сейчас именно вот, в России уже можем сами проводить, допустим, сейчас проводятся третьи трансплант-игры, они будут проводиться в августе этого года в Казани, и мы вот хотим туда поехать. Основная идея — это уже российский масштаб, чтобы мы могли бы сами устраивать, невзирая на то, что нас не берут на Паралимпийские игры, допустим. Ну, это как, так сказать, Ну, пока в у дальнейшем, нас... наверное, направление будет Да, мы вот развиваться. именно этот вопрос лоббируем, чтобы вот, была у нас своя федерация, соответственно, это чтобы было как-то более-менее официально. Вот. Ну, я уверена, что чем больше людей будет участвовать. Мы работаем над этим. Да. Да. На данный момент сколько участников заявлено? Около 50. Но достаточно серьезная. в субботу у нас будет еще мандатная комиссия с 4 часов непосредственно в плавательном бассейне «Самородок». И мы вот ждем людей, которые еще в этот день запишутся. Но порядка на прошлых играх это около было... Не скажу сейчас точно. Ну, это не так да. важно, но В главное, общем, что 50 очень человек — большое это количество уже участвует, серьезно, поэтому да. мы вот как-то рады Да. тому, что все время мы можем уже... Как подать заявку, если кто-то увидел, услышал? в Мы первый раз? работаем вот по WhatsApp-группам. Я развесил объявления, где пациенты при диализных центрах, также есть люди после трансплантации. Мы, в общем, в группах все это как-то смотрим, потом на меня выходят, на девчонок выходят и вот записываются. в Ну, нашу то есть список. это доступная Да, информация. да. Вообще. Ну, хочется сказать несколько слов людям, которые вот с таким диагнозом задумываются о том, что им нужно кардинально поменять жизнь, бросить спорт. Что бы вы им сказали сегодня? Но именно работа идет в плане того, чтобы чувствовать себя обычным человеком, работать при этом и заниматься спортом. Все как у обычных людей. Мы эту стезю как-то ведем и направляем людей для того, чтобы им социализация какая-то произошла, чтобы они могли почувствовать себя в обычной среде, так же, как и обычные люди. Огромное спасибо, что Вам вы к нам спасибо. пришли с утра. Желаем успешного проведения спартакиады и, конечно, новостей, кто же станет победителем. Спасибо, что Немаловажно. до свидания. Дорогие друзья, мы продолжаем тему спорта. Хочется отметить, что сегодня значимый день в истории спорта, ведь 19 апреля 1935 года постановлением СНК СССР было создано Всесоюзное профсоюзное кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак», в которое спустя год создание входило 2000 коллективов и занималось 80 тысяч человек. Вот так вот, так что занимайтесь спортом, вот какая статистика. Ну а прямо сейчас узнаем, чем еще значим дата 19 апреля. На календаре 19 апреля. Сегодня День подснежника, День юридической службы Министерства внутренних дел России и День российской полиграфии. По народному календарю Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. В этот день нужно было уважить яблоню, поклониться ей, подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых. Этот день в истории. В 1783 году издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. В 1935 году в этот день в СССР основано добровольное спортивное общество «Спартак». 19 апреля 1943 года организовано Главное управление контрразведки СМЕРШ. В 1970 году с конвейера сошел первый автомобиль ВАЗ-2101. В этот день родились Давид Рикардо, английский экономист, классик политической экономии. Григорий Мясоедов, русский живописец, художник, передвижник. Михаил Муравьев, российский государственный деятель, граф, дипломат. Александр Птушко, советский кинорежиссер и режиссер мультфильмов, мастер сказочного жанра. Вениамин Каверин, советский писатель, военный корреспондент. Мария Шарапова, российская теннисистка, призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России. Именины сегодня отмечают Григорий, Иван, Павел, Петр, Севастьян и Яков.
Как полезно окунуться в историю и узнать о важных событиях, произошедших много лет назад. Я, к примеру, когда бываю в других городах и странах, стараюсь посещать местные музеи и достопримечательности. И чтобы не только окунуться в новую атмосферу, но и подчерпнуть какие-то для себя значимые факты. Хорошо, что телевидение имеет возможность переносить нас в любую точку мира и в любое время. И я предлагаю сейчас побывать вместе с нашим корреспондентом Лианой Михайловой в Владивостоке, познакомиться с одной из знаковых достопримечательностей этого города – Токаревским маяком. Токаревский маяк – это один из самых старейших маяков Владивостока. Популярность среди туристов он набрал благодаря своей фотогеничности, а также тому факту, что здесь заканчивается материк и начинается Японское море. Здесь до маяка беспрепятственно можно дойти по отмели, а также во время прилива вода здесь достигает щиколоток. В 1876 году был построен маяк «Токаревская кошка», который имеет высоту почти 12 метров и дальность действия до 12 миль. Расположенный в проливе Босфор-Восточный, этот маяк по-прежнему используется для направления разных судов. Все точки на Токаревской кошке очаровательны на фотографиях, открывая прекрасные виды на море и острова. Когда я приехал учиться в Владивосток, моей главной целью было увидеть все достопримечательности города Владивосток. И одним из самых главных достопримечательностей был Токаревский маяк. Придя к маяку, можно сделать классные фотографии, посидеть с семьей, с друзьями, подышать свежим морским воздухом и увидеть русский мост. Жители Владивостока посещают достопримечательность не только для того, чтобы насладиться фотографиями и атмосферой морских путешествий, но и чтобы увидеть здешних морских обитателей. Например, в зимние месяцы сюда приплывают пятнистые тюлени, которые находят здесь пищу и переживают зиму. Когда погода приятная и теплая, мы с друзьями приезжаем сюда насладиться красивыми видами и, конечно же, увидеть наших морских друзей, то есть увидеть белуг, косаток, морских котиков. И это действительно уникальное место. Только во Владивостоке вы сможете увидеть морских млекопитающих и насладиться красивыми видами. Это место погружает гостей в уникальную атмосферу красоты и загадочности, которая привлекает и вдохновляет каждого, кто когда-либо оказывался здесь. Лиана Михайлова, Владивосток. Всем еще раз доброго утра, просыпайтесь вместе с нами. По-моему, одной из причин подняться пораньше может быть красивый и вкусный завтрак, ведь это так приятно и такой важный прием пищи. Между прочим, он даже вдохновляет. Так, например, по одной из версий группа Beatles сочинила свою песню Good Morning, вдохновляясь не чем-нибудь, а популярными хлопьями, а точнее их рекламой. Вот так вот говорили, что эти хлопья помогают просыпаться каждый день, и Beatles об этом написали песню. Кто бы мог подумать? Ну а прямо сейчас мы расскажем о приготовлении не только вкусного, но и полезного завтрака. Доброе утро! Меня зовут Юлия, я нутрициолог. Сегодня мы с вами приготовим очень хорошее, легкое блюдо на самом деле. Но это блюдо, оно специфическое, оно относится к блюдам Юго-Восточной Азии. Называется оно поке. В основе этого блюда у нас рис. Вы можете взять рис, который приготовили заранее. Это очень удобно. То есть, получается, можно сварить с вечера, на ужин поесть и из остатков уже сделать себе завтрак. Выкладываем в посудку рис. Так, для этого рецепта нам понадобится пожаренное яичко. Ну, как вы знаете, яички у нас это источник белка и полезных жиров. Рис – это очень хороший углеводистый продукт. В нем содержится много крахмала, и он дает заряд энергии прямо на полдня. Вот эта порция, которую мы с вами будем готовить, в ней содержится почти 400 килокалорий, то есть она подходит и для мужчин, и для женщин, по сути дела, даже для детей, потому что здесь продукты очень стандартные. Да? Поки переводится как просто порезанная тарелка, скажем так, да? Поэтому мы параллельно можем нарезать сюда сразу, пока у нас греется сковорода. Так, сковорода нагрелась. Наливаем сюда масличко. Так, обкатываем масличко, разбиваем яичко. Я смело режу овощи, потому что яичко до этого я помыла. Яйца надо мыть обязательно перед тем, как их употреблять в пищу. В противном случае вы можете себе подцепить что-нибудь нехорошее для ЖКТ. Выкладываем так вот огурчики. Выкладываем также порезанную половинку помидорки. Этого достаточно для этого блюда. Вот, положили мы помидорки.
Фишкой этого блюда являются водоросли. Водоросли у нас сегодня в виде салата чукка. Это готовый салат, который продается в магазинах. Либо можно сюда использовать водоросли нори. Выкладываем ложечку. Добавляем немножко полезных жиров. Сегодня вот у нас семечки тыквы. Пока что поперчим, для того, чтобы был вкус у еды. Добавляем соевый соус. Около столовой ложки. Больше не надо, он слишком соленый. Это блюдо, оно хорошо тем, что водоросли обеспечивают нам суточную дозу йода. Это очень важно для Якутии, мы эндемичный регион. Общее сочетание продуктов, оно содержит в составе кремний. Кремний очень важный микроэлемент для костей, волос и ногтей. Также помогает справиться с появившимися прыщами, ну то есть для кожи тоже очень хорош. В этом блюде также содержится пантотеновая кислота, это витамин В5, достаточно редкое сочетание продуктов по этой причине, и я его рекомендую просто готовить, ну, примерно раз в неделю. Можно 2 раза в неделю. Все. Наше блюдо готово. Всем приятного аппетита и хорошего дня. Ну, выглядит очень аппетитно и на вкус, думаю, отменно. Но главное, полезно. Еще бы подходящий напиток добавить. Кстати, какие напитки вы любите пить по утрам? Самые классические – это, конечно, кофе и чай. Кто-то предпочитает какао, а кто-то может и просто выпить стакан молока, и не обязательно только утром. К слову о молоке, а точнее его получении. В Краснодарском крае клонировали корову-рекордсменку. В Усть-Лабинской районе Кубани родилась копия коровы, ставшей рекордсменкой по надоям молока, сообщает Мир-24. Ей дали имя Звездочка. Она отлично себя чувствует, несмотря на то, что роды были сложными. Поскольку клонированные животные стремительно набирают вес, возникла необходимость кесарево сечения. Масса новорожденного теленка составила 70 килограмм. Столько весят двухмесячные телята. Она находилась на ИВЛ, и в течение 24 часов, что также является нормой для клона, за основу был взят генетический материал коровы галштинской породы, дававший в 2 раза больше молока по сравнению с другими, около 20 тонн ежегодно. Над появлением звездочки на свет работали лучшие российские эксперты из различных отраслей в течение 25 лет. Клонирование и генетическая модифицированные животные являются весьма многообещающим направлением. К примеру, американские и бразильские исследователи вывели трансгенных коров, дающих молоко с инсулином. Вот такие вот удивительные коровы. Ну, поражаешься каждый раз, когда сталкиваешься с фантастикой, то есть помнишь, что в книгах было это написано очень давно, а сейчас вот тебе, пожалуйста, уже клоны появляются на свет, и это такая обыденная новость. Ну, 25 лет, конечно, серьезный срок, но, думаю, в дальнейшем наши ученые будут ускоряться. Ну, а переходим к нашим новостям. 20 апреля в библиотеках Якутии наступит Библионочь, ежегодная всероссийская культурно-просветительская акция, которая подарит жителям яркие эмоции и познавательное времяпрепровождение. О том, что ждет посетителей в эту ночь, мы поговорим с сотрудником медиацентра Национальной библиотеки Республики Максимом Эверстом. Максим, доброе утро. Доброе утро. Ну, всегда рада тебя видеть. Итак, Библионочь в этом году. Чем она будет отличаться? Что изменится? Что традиционно мы увидим? Ну, вообще она проходит уже 13-й раз. В этот раз она больше сделала акцент на семью, потому что у нас и год семьи, и год детства, да. Поэтому много будет активностей как для детей, так и для подростков. У нас будет обсуждение, например, нашумевшей книги-фильма, сериала «Слово пацана». У нас будет очень много настольных игр, квизов. В общем, я думаю, что в этом году люди смогут посмотреть и поучаствовать во многих вещах. Ну а что будет, скажем, по-современному являться фишкой этой ночи? Но если фишкой, то, наверное, у нас в этот раз будет акцент сделан все для тех, кто придет впервые, потому что многие у нас уже годами ходят, и некоторые после Библионочи становятся читателями нашей библиотеки, они увидят, что все современно, что библиотека не напоминает уже библиотеку там 70-х, 80-х годов, бабушки не сидят. Тихо, сидите, не шумите. Да, бабушки откуда-то из сундуков не достают книги, то есть все по-современному, и, наверное, у нас в этот раз будут именитые гости,
То есть, например, у нас будет Мария Находкина, которая сценарист Карины, вот сейчас идет. У нас Лидия Тарасова будет писатель, там Андрей Адамов будет вести по речи, как речь контролирует свой мастер-класс. То есть в этот раз все сделано ради пользователя, мне кажется. Как будет делиться по возрастным категориям? То есть, ну, понятно, что мастер-классы, они, конечно, для всех, но маленькие детки, наверное, не очень активно будут принимать участие. То есть это будет все одновременно, работать несколько кластеров, да, то есть одни рассказывают там про ораторское искусство, другие читают книжки детские. Как это все происходит? Вообще программа уже есть на сайте у нас, да, nlrs.ru, в нашем Телеграме, в нашем ВКонтакте. Можно увидеть, куда тебе пойти. Конечно, будут кураторы и там, проводники, можно прийти просто к нам в библиотеку уже завтра, да, на библионочь с 4 часов там, до 9, допоздна, в общем, она будет. И можно ходить на те точки, где тебе интересно. То есть я лично там буду в качестве одного из репортеров, я буду ходить, мы будем снимать такой как бы итог, что вообще это из себя представляет. Но я думаю, что в любом возрасте там можно найти для себя активность. Квизы, настольные игры, мастер-классы по созданию свечей, книжных закладок, по комиксам. Ну, в общем, там каждый для себя что-то найдет. Ну, такой масштабный список. Что такое литературное кафе? Я глазом заглянула и посмотрела, что в списке оно тоже есть. Такое литературное кафе. Интересно. Я специально про него до этого не рассказывал. Я думаю, это многие увидели и сразу подумали, ну вот это будет вишенка на торте, действительно. Но там будут блюда из произведения русской классики. Ну, не только русской, но мы все с вами знаем, как мы все вышли из литературы, скажем так, и мы помним, насколько сочно, насколько аппетитно у нас пишет, например, Гоголь, можно вспомнить его старосветские советники, можно вспомнить практически в каждом, «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», там везде очень сочно, очень сытно, Чехов. Можно вспомнить, как Обломов вспоминал еду у себя, да, в романе Гончарова. Ну, а про ресторан в Массолите, «Мастер и Маргарита», это все уже, это более актуально, все посмотрели, вспомнили. То есть там будут блюда из произведений. И, с одной стороны, все любят есть, и там что-то вкусненькое для себя найдут. С другой стороны, вспомнят любимого писателя, любимое произведение. А можно со своим блюдом прийти? Ну, я вот читала, мне понравилось, приготовила. Можно особенно дети. По-моему, даже есть книга рецептов из Гарри Поттера. Есть. Вот. Из «Игры престолов» есть, из «Властелина колец». Я о чем говорю, что, может быть, кто-то приготовит и угостит вас? Ну, вообще меня угощать там надо. Я там буду ходить, снимать, я там буду везде потихонечку что-то пробовать. Так, Максим, сразу подробнее. Какой-то мастер-класс, какой-то обзор, может, книжный, потому что у тебя есть уже свои фанаты, мы в этом уверены, наблюдая за тобой тоже в твоих блогах. Итак, что будешь проводить именно ты? В этот раз, в прошлый раз я проводил, на прошлой библионочи у меня были мастер-классы по писательству. Сейчас я их провожу уже довольно часто. У нас и курс сейчас проходит в библиотеке, где я рассказываю, как писать. Поэтому в этот раз решили отдельно мастер-класс мой не делать. Я там буду в основном как ведущий, ну как репортер, скажем, всего этого. Я буду ходить, давать какие-то, может быть, мини-советы. Ну как тьютер, получается. Да. И своим подписчикам я сказал, что там по промокоду Максим Ликбез, потому что это мой как бы бренд, они могут там кое-какую фишку получить. Они знают в моей группе. А так в целом приходи. Потому что у нас на Ленина 40, вход с Октябрьской, на Ленина 40 у нас там будут с 4 такие активности, что я думаю, что раньше 9 я не уйду. Хотя мне говорят, что там можно уйти пораньше, но, наверное, я не уйду раньше 9. Ну, это всегда так, можно уйти пораньше, а потом, ой, нет, лучше задержитесь. Да, и в этот раз я думаю, что, особенно если у вас ребенок, неважно, сколько ему лет, да, вы придете, вы не заскучаете точно, там потому что будут и показ мультфильмов будет, диафильмов, мультфильмов, да, и квизы по комиксам, по играм, по книгам, и будут вот эти мастер-классы, где можно с ребенком пряник разукрасить. Например, как, съедобно разукрасить, не просто разукрасить и выбросить, а как разукрасить его глазурью, потом его можно будет забрать, видимо, с собой. Нет, ну направления очень различные, мне кажется, правда, каждый найдет для себя. Но а как меняется статистика? То есть вот прошла библионочь, и мы констатируем, что читателей стало больше на сколько? Но там проходит такая хитрая штучка, на какое-то время наплыв становится больше, ну то есть там по-разному, это недели могут быть, может месяц, потому что люди походили и привыкли, им понравилось, увидели что-то новенькое, они немножко наплыв идет. Потом немножечко обратно, да, идет отплыв, но все равно количество увеличивается читателей, потому что дети видят, что можно там прийти, да,
на пуфике посидеть, к интернету подключиться, да, это не похоже уже на какой-то древний замок, где им не хочется приходить. Они видят, как легко получить читательский билет, и они видят, что наша библиотека, она идет в ногу со временем. То есть у нас есть, мы в социальных сетях постоянно что-то постим, у нас есть очень современные книги. Иногда я, когда я прохожу мимо рядов, я сам переживаю, что я хочу много книг домой взять, а у меня дома уже есть отдельная полка, называется книги, которые я купил или взял и еще не прочитал. И если я буду постоянно туда пихать, у меня шкаф скоро отвалится. Поэтому, это проблема всех. Да, поэтому я думаю, что в этот раз с ребенком прийти будет вообще отличный план. Я и своим студентам тоже, я иногда преподаю в ВУЗе, я им и студентам тоже своим посоветовал прийти, говорю, ребята, вы точно не пожалеете. Ну, у нас не так много времени, поэтому давай еще раз. Во сколько, куда подходим и начинаем не только получать знания, но и весело проводить время. Да, конечно. Подходим в 4 часа. Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. Это Ленина 40, вход с Октябрьской. И просто находим что-то для себя. И вы оттуда не уйдете грустным, голодным, вы туда не уйдете разочарованным. Явно все это вместе, сытый, довольно веселый и с читательским билетом. Спасибо, Максим, большое. Обязательно, Приходи. я думаю, большинство наших телезрителей придет. Вот. Хорошего дня. Тебе тоже. Ну, потрясающе. Мне не только книг не хватает, но чего-то не хватает в студии сегодня еще. Наверное, может быть, картины. Кстати, вы знали, что ученые установили, что живопись положительно влияет на человека, и головной мозг работает максимально активно. Параллельно формируется аналитическое мышление, улучшается концентрация, внимание и даже замедляется старение, дорогие дамы. Поэтому врачи рекомендуют особенно пожилым людям посещать галереи. И прямо сейчас мы расскажем, что можно увидеть на выставке уже сегодня. Натюрморт – жанр, который идеально отражает внутреннюю вселенную художника. Художник Ольга Тихонова. Живет, работает в Москве, академик Российской академии художеств. С ранних лет она развивала свой талант сначала в художественной школе, художественное училище, затем на худграфе педагогического университета. Но вот переосмысление к искусству произошло только тогда, когда она поступила в Академию художеств Санкт-Петербурга. И этот посыл, это учеба в академии, это традиции академической школы, которые столетиями хранились бережно очень преподавателями, академиками. Конечно, они сделали свое дело, и родилась новая Ольга, новый художник. Она стала писать очень свободно, ярко, у ней появился свой стиль, своя манера письма. Она выбрала такую яркую, такую цветную, жемчужную палитру. И, конечно же, вот эта новая Ольга, она проявилась в натюрмортах, которые писала на своей любимой даче. Она в своем творчестве использует два направления. Первое – это традиции русско-реалистической живописной школы второй половины XX века. И второе – это такое эмоционально-поэтическое стремление выразить мир, вот этот видимый, да, через экспрессивные формы. У нас на выставке «Женский почерк» представлено ее замечательное полотно живописное «Пьянящий аромат пионов». И каждый зритель, который придет на выставку, конечно, глядя на этот живописный натюрморт, он отвлечется от обыденности. Вообще жанр натюрморт, он претерпевал за многие столетия и взлеты, и падения. У него было увлекательное прошлое, очень яркое есть настоящее, и, думаем, будет достойное будущее этого жанра. Свернутыми с вечера были все бутоны, а с утра от тяжести согнуты кусты. Вспыхнули кудрявые пушистые пионы, розовые, белые, красные костры. Доброе утро. Продолжим выпуск актуальными новостями.
Коммерческим организациям с 1 мая будет запрещено проводить экзамены по русскому языку для иностранцев и выдавать им сертификаты о знании русского языка. В течение 2023 года количество мест, где иностранцы могут сдать экзамен на знание русского, было сокращено более чем вдвое. И сейчас экзаменировать их по русскому языку, как иностранному, истории России и основам законодательства имеют право 9 университетов. Более 5700 новорожденных прошли через перинатальный центр Якутской республиканской клинической больницы в прошлом году. Перинатальный центр работает в Якутске с 2018 года благодаря вводу. В эксплуатацию центра в разы увеличилась выживаемость детей с экстремально низкой массой тела. С угрожающими жизни заболеваниями уменьшился процент инвалидизации среди недоношенных младенцев. С повышением дневных температур в некоторых заниженных участках улиц Якутска возможно скопление воды и образование луж. Октябрьский округ имеет более 10 низких участков. На откачке талых вод на подмогу приходит управа округа. В этом году на эти цели предусмотрены рекордные средства в размере 1 700 000 рублей. За эту сумму должны откачать не более 4000 кубометров талых вод. Снега меньше, чем в прошлом году. Хотя мы вывезли в прошлом году снега 28 000, а в этом году 25 000. То есть как бы немало. Но средства выделены в этом году, дополнительно были выделены финансовые средства почти в 6-5 раз больше и на снег, на вывоз снега, и на откачку талых вод. Поэтому средства есть, объемы есть, работа идет. Дворовые территории, согласно 161 статьи Жилищного кодекса, они должны обслуживать соответствующие организации. Это УК, это ТЖ. Предприятие Ленского района Батамайское запускает в продажу плавленый сыр, а в течение года здесь займутся производством молочных коктейлей и творожных масс с ягодами. Помимо ассортимента на предприятии расширят сырную камеру в молочный цех. В мае поступит аппарат для термической обработки молока. Срок хранения с 3 дней увеличится до месяца. При этом вкус и качество напитка останутся прежними. Свой магазин нужен вот именно для того, чтобы было оборот быстрее будет. И то, что реализовали. Это одно. Второе. Вот у нас сроки короткие же. И чтобы люди могли, например, срок подходит, там день осталось, мы могли сделать усенку и продавать в своем магазине уже с усенкой. Когда магазин, машина развозит по городу, вот там заявка поступает, он сгрузится, может больше взять. И потом остатки остаются, чтобы обратно ее возить. А свой магазин привезли, выгрузили. В текущем году в Якутске будут отремонтированы памятники Ленину, митрополиту Вениамину, Дежневу и Абакаяде, Бекетову, Кулаковскому, комсомольцам 1920-х годов, бюст Гагарина, дом Орджоникидзе в Покровске. Также планируется начать разработку проектной документации Троицкого собора и памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир» в городе Мирном. В Якутске проходит заключительный отборочный турнир на игры Дыгына. В спорткомплексе Дахсун в течение 2 дней разыгрывают последние 4 путевки на главное соревнование Сеха Туймада. Из 27 спортсменов в 7 видах спорта выявят сильнейших боттеров. Среди них много новых имен и именитых спортсменов, как Алексей Уваровский, Николай Матананов, Владимир Федоров. Сегодня состоится стрельба из лука, бег, хапсагай и перетаскивание камня. Есть молодые спортсмены, претендуют на путевки, да, и есть спортсмены, которые ранее участвовали в финальной части игры Дыгына. Поэтому сегодня именно 3-й финишный этап, да, показать себя могут все. Я думаю, покажут хорошие результаты сегодня-завтра ребята. И хотелось бы пожелать им удачи. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с участниками 2-го сезона проекта «Танцуй», который стартовал на нашем телеканале 1 апреля. Каждую неделю участники представляют новые выступления и борются за победу, пробуя себя в различных стилях танца. Сегодня у нас в гостях 2 участника проекта «Танцуй», хореограф, танцевальный руководитель ансамбля Якутского колледжа инновационных технологий Ольга Гаврилова и тренер по фитнесу Евгений Атласов. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас видеть с утра, несмотря на плотный график тренировок. Тоже очень рады. Спасибо за приглашение. Итак, расскажите, у вас какие-то перетрубации были в паре? Мы знаем, что стартовали вы, по-моему, с другой партнершей. Что случилось? Ну, в общем, так ситуация сложилась, что у нее просто не получается дальше продолжить
Ну, там есть объективные причины на это. Вот, и поэтому думали, что с этим делать. И Итак, спасибо большое Ольге. Она нас Оля, спасла. итак, как вы попали, залетели просто на проект? Ну, это было неожиданно. Если честно, я думала, это шутка с 1 апреля. Кстати, да, это было ровно на 1 Да. апреля. Я до сих пор жду, что это шутка, но уже вот 3-й конкурсный день у нас на носу. Насколько сложно? Мы знаем, что вы занимаетесь национальными, прошу прощения, народными направлениями, да, если быть верным, у вас коллектив направлен на постановку таких танцев, перестраиваться вот с одного, там, с бальных танцев на народные, потом еще куда-то. Дальше, по-моему, что современное идет, кажется. Да, ну, я бы не сказала, что я вообще с другими стилями не сталкивалась ни разу, нет, сталкивалась. Просто манера, конечно же, народная, она совершенно другая. А, например, в тех же бальных танцах, что вот были в прошлом эфире, она другая. Тут тяжело больше, наверное, в эмоциональном уровне, что получается не так, как у других профессиональных танцовщиков именно в этой сфере. Ну, получается, вы сильны в определенном направлении, Да. и это направление внедряете уже в другие стили. Но оно не выходит, то есть оно вот во мне сидит, вот это направление, я с этим ничего не поделаю, так скажем. Ну, чуть-чуть народности в каждом, Да. в каждом шаге. Вам что было сложнее всего? 3 эфира позади, сейчас можно сказать, что дается проще? Сложнее для меня была бальная программа, да, потому что я никогда с этим не сталкивался. Ну, имеется в виду, сам не пробовал танцевать там. Ой, да, вот он как раз показывает. Латиноамериканский танец? Да, у нас была бразильская самбо, мы ее выбрали, мы хотели, но вообще у меня есть вот такая вот какая-то потребность что-то сделать такое, чтобы людям всем нравилось, такое шоу устроить, да, и вот мы выбрали специально вот такое вот, что-то такое зажигательное, яркое, да, и, ну, с одной стороны, это было очень интересно, а с другой стороны, это было, ну, то, что за одну неделю надо быстренько это все освоить, это было немножко тяжеловато, да, так сказать. Ну, прям, Вот. скажем, очень позитивно все выглядит. Мы Да, на конечно, экранах, спасибо что большое. такая энергетика бразильского танца присутствует. Да. Мне кажется, вам удалось. Мы очень старались, спасибо. Как проходят тренировки? Насколько добросовестны у вас подопечные? Ну, мы репетируем, мы даем себе один день выходной, это понедельник, но как выходной? Это мы обсуждаем, что мы будем ставить, под какую музыку, а потом у нас репетиции каждый день по 3-4 часа по вечерам, ну, до позднего вечера. Всегда приходит вовремя, наоборот, даже сам говорит, нам нужно репетировать. Мне кажется, иногда он добросовестнее, чем я. Как реагируют ученики? Ну, они очень довольны. Они прям смотрят каждый эфир, они показывают родителям, они смотрят вместе с родителями. Это очень приятно прям. Активно за вас голосуют? Да, поддерживают? конечно. Ну, мы знаем, что у вас такая интересная история. Вы были мистером Якутия 2016, участником Мистер России 2017. Было ли это сложнее или проще, чем участвовать в телепроекте «Танцуй»? Сложнее было в плане того, что там тоже были сжатые сроки, надо было очень быстро это все делать. Например, когда я поехал на Мистер Россия участвовать, у нас было всего 3 дня, чтобы показать тоже шоу. И там еще из-за того, что, ну, некоторые там, все же из разных городов переехали участники, и они, ну, им там, допустим, было легче перестроиться, а мне там 7 часов разница, 6 часов, да, и было немножко сложно еще в отсутствии, ну, то, что я, например, вот в это время сплю, а у нас там активная подготовка, репетиции и так далее, и я там такой вот так вот чуть-чуть, да, вот в этом плане, да, было сложно, но в принципе, там были очень хорошие ребята, заряженная атмосфера, да, поэтому это было все супер, и было очень классно стать вице. Ну, то есть я не зря готовился, у меня была такая навязчивая идея, я должен показать свою республику. Я так понимаю, идея осталась та же. Здесь то же самое, да, у меня вот то же самое, я хочу показать, ну, что мы можем, и показать, это вау, люди, смотрите, вам всем понравится, заходите. Включайте Якутию 24, вот такая идея. А коллектив как? Как коллеги, так скажем, соперниками называть как-то неудобно, потому что все-таки вы все коллеги, особенно хореографы. Ну, во время выступлений подготовок очень теплая атмосфера, то есть с нами, особенно участники, постоянно находятся рядом, мы общаемся, все друг друга поддерживают. Ну, действительно, нету такого прям соперничества в агрессивном смысле. Наоборот. Да, наоборот, даже поддержка. Там, Да. Можете это дать, это передать. Да, Помогает ли это в проблем. профессиональном плане? То есть появились ли у вас какие-то идеи для народных танцев? У вас, не знаю, может, какое-то фитнес-направление, связанное с танцами? Ну, это очень хорошо было, вот когда я же тоже тренируюсь, да, и это надо было вот тоже в голове так.
очень большая нагрузка на какую-то часть там тела, да, и надо было как-то распределять ее, да, чтобы эффективно. Надо же, можно, конечно, себя, так сказать, доконать, и на день выступления прийти, и у тебя сил нет, да, а нужно еще, чтобы ты, ну, был в силах, да, и вот это вот тоже очень хорошо, ну, я так благодарен своему, так сказать, фитнес-образованию, ну, это мое второе, да, и это то, что оно вот помогает мне прийти более-менее на свежее, так сказать, распределить нагрузку, да, то есть помогает в работе, очень сильно, посмотреть с другой стороны. да. Ну, в любом случае это прокачивает навыки и танцевальные, и физические. Плюс сам конкурс помогает в кратчайшие сроки быстро придумать какой-то интересный сюжет. То есть не просто проходящий номер, а именно смотрибельный, который бы запоминался. И это очень вот развивает тоже творческое мышление, и оно помогает в дальнейшем. Вот как участники, вы считаете, что в любом возрасте можно научиться танцевать, или все-таки лучше начинать пораньше? Ну, в принципе, конечно, лучше начать пораньше, но и в любом возрасте почему бы и нет. У нас танцев направлений масса. Да, вообще, мне кажется, для каждого человека, для любого возраста можно подобрать свой стиль, свое направление танца. Мне кажется, никогда не поздно начать. Что вам лично дал проект за это время? То есть можете уже сказать, что вот я что-то узнала, чему-то научилась, или там что-то для себя приобрел в навыках, в атмосфере, настроении? Определенно, да, это собираться, когда надо, там быстро-быстро думать что-то. И самое интересное, подарило очень интересные моменты в жизни в целом, потому что ну, раньше такое было, особенно когда я мистером стал, а сейчас оно снова начало повторяться. Подходят люди на улице, незнакомые абсолютно, и говорят: удачи вам, всего хорошего. Я думаю, ну что, в смысле, что? Мы хотим, чтобы выступали дальше. Спасибо большое. Я понял, что, оказывается, люди смотрят, и им интересно это, вот, ну, вот эта вот задумка шоу, да. Поэтому было бы классно, ну, то, что люди смотрят, и с нами, наверное, будут смотреть еще больше. Ну, желаем, чтобы вас и дальше узнавали, конечно, поддерживали. Спасибо. И вперед к победе! Спасибо большое! И по традиции завершаем наш пятничный утренний эфир хорошей музыкой в исполнении финалистки песенного конкурса «Вот это да» Марины Ханиной. Удачного рабочего дня, до новых встреч. Начинайте каждое утро на Якутия-24. Пусть каждый ваш день будет удачным. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе последних новостей, чтобы 24/7 быть не только в курсе, но и на позитивном настрое. Вслед за мной на водных лыжах ты летишь, за спиной растаял след от водных лыж. Ты услышь их музыку, услышь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу, наведу всех знакомых, уведу, уведу на радость и беду. Одной натянутой струной связаны мы с тобой. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Ты сквозь года летишь за мной, как будто ангел загорелый за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Никогда не возвращусь я, никогда, никогда
запоет уже вода. Без следа, все смыло без следа. Ложь не нужна, ей грош цена, струна